сейчас говорим о том, что должны перейти к образованию, ориентированному на результат, поскольку только достижение определенных результатов дает возможность определить удовлетворенность, скажем, предоставленными системе образования услугами и дает возможность выстраивать четкую политику на перспективу. Потому что только понимая, где в какой точке мы находимся, мы сможем продвигаться и далее. Поэтому впервые и в Национальной стратегии устойчивого развития, и в стратегии развития образования и науки Кыргызской Республики появился раздел, который в НСУРе звучит так: обеспечить институциональное развитие государственного органа, ответственного за образование. И здесь имеется в виду, что не только центральный аппарат министерства, а, естественно, всю структуру и районное отделы образования, да, и управление на уровне отдельных организаций образования. Таким образом, подчеркиваю еще раз, впервые речь идет о том, что задача изменения управления, она стоит для системы образования в главном документе нашей страны. Ну и теперь непосредственно то, что у нас делается сейчас и о чем мы можем сказать. Если мы говорим о финансировании, я довольно много скажу об этом, потому что управление финансами одна из главных задач министерства и одна из очень важных частей политики развития образования, поскольку наличие как стабильного бюджета, скажем так и бюджета развития позволяет системе образования двигаться вперед. Согласно закону об образовании, вы видите, что у нас здесь сказано о приоритетности политики в вопросах финансирования образования. И действительно, вы видите, что начиная с 2010 года мы фактически в 2 раза увеличили финансирование, страна в 2 раза увеличила финансирование системы образования. Это почти 24%, если говорить реальном исчислении бюджета, и это более 6% от ВВП. Это цифры, которые сравнимы с расходами, которые несут на образование развитые страны. Что важно в системе управления финансами произошло? Ну, во-первых, в 2012 году изменились потоки финансирования. Все мы с вами знаем, что раньше министерство контролировало примерно 21% финансов, все остальное шло непосредственно на уровень АИ-Алкмату, и в результате министерство отсутствовал рычаг управленческий в этом смысле. И после того, как потоки финансирования перешли через районные отделы образования и централизованные бухгалтерии при них, мы получили возможность улучшить финансовую дисциплину в секторе исполнения бюджета, и за последние фактически 3 года мы не имели сбоев финансирования по защищенным статьям. Это уже очень важно, потому что наличие финансов позволяет, соответственно, очень активно работать или более активно работать и в управлении кадрами, допустим, через определение финансирования. Потому что в 2012 году, что и подтолкнуло, одна из причин или поводов, которые подтолкнули к тому, чтобы изменить потоки финансирования, это был возврат в бюджет почти 129 миллионов сумм, которые бухгалтерии при АИ-Алкмату не начислили школьным учителям в стимулирующей части заработной платы. Потому что они не были просто-напросто заинтересованы в том, чтобы заниматься этими вопросами. И, соответственно, вопросы стимулирования кадров, удержания кадров, они оказались вне поля зрения на уровне районных правительств. И поэтому Министерство образования доказало и сосредоточило в своих руках управление этими процессами. В результате постановления правительства вы видите. Дважды была повышена заработная плата работникам образования. Я не буду проговаривать, сколько что здесь, вы все видите на слайде. Важно только отметить, что практически вы видите, что повысила заработная плата на половину, да, даже немножко больше для разных категорий работников образования и работников управления, что очень важно. Пусть на 20%, но административные работники школ тоже получили повышение. В 2011 году этого сделать, к сожалению, не сумели. И это привело к ряду проблем, в том числе и к оттоку квалифицированного управленческого потенциала. Еще один очень важный момент – нормативное бюджетное финансирование. Как и многие страны, мы идем по этому пути,
И что важно отметить, что нормативное бюджетное финансирование стало, ну, если можно так выразиться, рычагом управления и достаточно хорошим. Я специально вынесла данные Национального статистического комитета, вне слайда, поскольку пилотные области – это области, где начало реализовываться подушевое финансирование, с чего все начиналось. И вы видите, что здесь устойчивый тренд по повышению охвата детей. Если мы посмотрим на остальные области, которые только-только фактически входят в нормативное бюджетное финансирование, мы увидим, что там идет относительно небольшое, но тем не менее уменьшение охвата детей пока. И мы надеемся, что такое управленческое решение, как переход на нормативное бюджетное финансирование, позволит нам повысить охват детей, потому что сейчас это в общей сложности 98, да, у нас процентов по Кыргызстану, но у нас, как вы знаете, цель развития тысячелетия, да, и в ЦУРе, который меняет, и стоит полный охват детей. Поэтому очень важно, чтобы, по крайней мере, еще 1,5–2% детей мы охватить сумели. Еще один слайд, который мне показалось важным показать, хотя он на данных идет 2011 года, но тем не менее он позволяет увидеть, как за 3 года, с 2007-2008 учебного года и по 2011-2012 учебный год, изменилась ситуация с доступом к предоставлению образования детей. Вы видите, что это исследование Всемирного банка, что с 2009 года, то есть через 1,5 года фактически после внедрения нормативного подушевого финансирования, в областях с наиболее высокими показателями бедности наблюдается самый заметный рост расходов на учащихся. А это как раз тот путь, который мы должны, так сказать, пройти с вами, поскольку ребенок, вне зависимости от того, где он живет, в селе, в городе, обучается в школе, с каким языком обучения, там, малокомплектный или полный, средний или начальный, ребенок должен иметь возможность равного доступа к системе образования. Для этого необходимо финансирование. Между тем, по данным середины 2000-х годов, у нас разница финансирования между наиболее обеспеченными городскими школами и рядом сельских школ, которые находились в наиболее неблагоприятных районах дотационных Айлак-Мату, составляла почти 40% финансирования. А значит, говорить о том, что мы реализуем конституционные гарантии доступности и качества, самое главное, образования, не приходилось. Но вот сейчас, когда мы отчитывались перед правительством Кыргызской республики о том, что сделано за 2015 год, мы впервые смогли написать, что у нас нет разницы по областям в предоставлении средств. То есть тихонько, за 8 лет фактически, но мы выровняли для каждого ребенка возможность получения финансирования для обучения. Еще один очень важный момент, который, с одной стороны, является управленческим механизмом, а с другой стороны, нам бы хотелось, чтобы он работал несколько лучше, это переход к так называемому широкосекторальному подходу, к СВАП. То есть это прямая поддержка бюджета донорскими средствами. И если раньше мы как бы имели разновой, да, в этой поддержке, то сейчас, по идее, она идет консолидированно через бюджет. Но дело в том, что на протяжении нескольких лет мы еще плохо умели пользоваться этим инструментом управления. И поэтому, например, от прежнего проекта Евросоюза система образования не получала дополнительного бюджета развития, хотя мы выполнили все условия матрицы. И страна получила почти 16 миллионов евро. Сейчас, когда мы готовим вторую матрицу и уже понимаем, насколько важным и нужным может быть этот инструмент, тем более, когда у нас АВР заходит тоже в СВАП, мы сумели договориться с Минфином о том, что у нас появляется 20 миллионов ежегодно сомов на бюджет развития по учебникам, и у нас четкие условия записаны в матрице о том, что Министерство финансов обязано для того, чтобы получить, соответственно, средства в бюджет, финансировать все мероприятия в полном объеме плана действий на 16-17 годы. И таким образом СВАП становится инструментом, как я уже сказала, бюджета развития для системы образования. Еще один очень важный инструмент, который уже от финансирования, да, перейдем мы, наверное, непосредственно к управлению и мониторингу в какой-то мере, это появление информационной системы управления образованием. Я
Говорю это, ну, пока в кавычках, потому что у нас работают элементы системы. У нас принята концепция системы развития информационного управления образованием. И есть ряд элементов, часть из них вы видите на слайде. Это карта интерактивной организации общего среднего образования и информационный банк данных, которые есть у нас по школам и в настоящее время заполняются по дошкольным образовательным организациям. Вы видите сайт, на котором находится эта информация, но должна сразу сказать, что пока она еще у нас в закрытом доступе, то есть поскольку банк данных заполнен примерно процентов на 90, и нам необходимо закончить эту работу, а затем начать работу над банком данных по всем уровням профессионального образования. Тем не менее, уже сейчас эта концепция позволяет принимать ряд решений, поскольку мы получаем достаточно оперативную, или можем получать с ее помощью достаточно оперативную информацию, которая позволяет принимать так называемые информированные управленческие решения, то есть решения на основе данных. И это является очень важным моментом выстраивания системы образования и системы управления, ориентированной на результат. Ну, вы видите, что впервые у нас появляются коды образовательных организаций, и это позволяет нам также очень четко понять, наконец, сколько у нас организаций образования на всех уровнях, поскольку ранее данные Национального статистического комитета, оперативные данные министерства, оперативные данные, которые имели другие органы управления, они часто не совпадают. Сейчас мы четко знаем, что у нас, например, 2218 школ, и впервые данные все мы получили однозначные. Еще один важный момент, я не отразила его на слайде, но хочу просто проговорить. У нас с 2012 года существует как элемент построения информационной системы управления образованием АВН или электронный документооборот. И с прошлого года фактически мы начали распространять его на организации образования, подключены в настоящее время школы, детские сады, вузы, часть вузов, да, и начального нет пока. Вот. И, кроме того, районное отдел образования. Это дает возможность не только быстро обмениваться информацией и быстро доводить управленческие решения, да, принятые на уровне министерства, до наших подведомственных организаций, но и иметь обратный поток информации, который может помочь министерству принять управленческие решения, исходя из конкретно сложившихся обстоятельств на местах. Еще один очень важный момент, связанный с управлением, это, естественно, соуправление образовательными организациями или демократизация управления образовательными организациями. Они связаны с появлением попечительских советов и ряда объединений. Ну, вот, должна честно сказать, что я, оказывается, неправильно написала данные, потому что данные по школам у меня были декабрь месяц, сейчас 2 месяца прошло, уже 98% фактически школ имеют попечительские советы, поскольку выполняют приказ Министерства образования и закон о попечительских советах. Поэтому эти процессы идут достаточно активно. Ну и, наконец, пожалуй, одно из самых главных для системы образования – это управление качеством образования. Для того, чтобы достичь здесь подвижек, были приняты стандарты. В 2014 году государственный образовательный стандарт общего среднего образования, в 2015 году были разработаны предметные стандарты для всех 7 образовательных областей. Поскольку это очень важно, поскольку именно по отношению к стандарту устраивается понимание качества, и именно стандарты дают возможность управления качеством образовательного процесса. Поскольку они прописывают как образовательные результаты, то есть то, чего должны достигнуть дети в процессе обучения, так и роль и место в этом процессе каждого субъекта образовательного процесса. И, соответственно, мы можем выстраивать по отношению к этим процессам, принимать какие-то управленческие решения. Очень важно, вы видите, что стандарт стандартизирует именно результаты образования, выраженные в компетентностях учащихся и студентов, и основное внимание уделяется условиям достижения конкретных результатов обучения у каждого учащегося и студента. Наверное, важно отметить, что еще одним решением, которое Министерство образования принимает в связи с необходимостью управления качеством образования, становится
подготовка в настоящее время, и мы надеемся, с марта уже работа Координационного совета по стандартам и качеству образования при Министерстве образования и науки. Этот Координационный совет – общественный орган, который позволит всем группам интересов, как сейчас принято говорить, высказывать свое мнение и о качестве образования, о механизмах формирования этого качества и о том, какие управленческие решения необходимы для того, чтобы на всех уровнях системы образования качество соответствовало ожиданиям наших граждан и потребителей этой системы. Сначала этот совет планировался только как совет для школьного образования, но постепенно становится понятным, что необходимо его делать интегрированным. И сейчас как раз этот процесс, когда мы разрабатываем положение в этом совете. Еще один очень важный момент – это управление кадрами, поскольку, как известно, система образования не может быть лучше работающих в ней учителей. И поэтому ряд моментов, которые были сделаны за эти годы, они позволили достаточно серьезно укрепить учительский корпус. В первую очередь надо отметить, что у нас педагоги стали доезжать до образовательных организаций. Например, в этом году 76% выпускников приехали на место работы и приступили к работе. Но мало, как вы понимаете, того, чтобы просто люди оказались на рабочем месте, важно, чтобы они еще качественно выполняли свою работу. И для этого существует такой инструмент, общепризнанный в мире, как аттестация педагогических работников. В 2011 году она была снята, категории были сняты, как вы знаете, и сейчас аттестация постепенно будет возвращаться в систему образования, но уже несколько в новом качестве. Поскольку нам очень важно проверить не просто формальное, работает ли здесь учитель и как он работает по мнению своих коллег, но очень важно добиться рефлексии самого учителя, поэтому здесь предполагается самооценка учительская. Кроме того, впервые четко определены квалификационные требования к профессии учителя, критерии их оценки, и разрабатывается карта профессионального роста учителя. Ну, возможно, все-таки будет назван профессиональный стандарт, если внесут изменения в трудовой кодекс. Поэтому, начиная с сентября, вероятно, 2016 года, мы будем иметь возвращение аттестации в систему образования. И уже в 2015 году была проведена аттестация работников, заведующих районными и городскими отделами образования и руководителей образовательных организаций. Таким образом, выстраивается механизм работы с кадрами, который позволяет работать с учителями. И еще один очень важный момент, не знаю, я пролистнула этот слайд, вы видите, что учебники у нас это скорее поддержка, да, учителей и детей, но какие здесь приняты меры для того, чтобы можно было обеспечить детей учебниками? Это электронные учебники, и размещены они, сейчас их 34 пока, но постепенно количество их будет увеличиваться. И еще один очень важный момент. Пока это только, как вы видите, актуальная идея, система аренды учебников. Вы помните, что у нас на протяжении почти 10 лет, с 1996 по 2005 практически год, была аренда учебников, и мы дважды сумели за эти 10 лет тогда обновить учебники. В настоящее время мы испытываем достаточно большие сложности с тем, чтобы все школы, все дети эти учебники имели. Поэтому уже несколько раз эта идея выносилась на обсуждение, и, вероятно, в этом году мы также будем говорить о необходимости и доказывать необходимость внедрения такого управленческого механизма, как аренда учебников и фонд аренды учебников. Значит, еще один очень важный момент, который связан уже с переходом от рынка образования, от образования к рынку труда. Поскольку одна из главных задач – это подготовить детей к жизни в нашем современном обществе. И я не случайно вынесла требования работодателей к выпускникам. Вы видите, что несколько раз такие масштабные опросы проводились. И если вы посмотрите, то вы увидите, что везде
требования очень близки. Это требования к креативности, к умению решать поставленные проблемы, владению несколькими языками, причем мне очень нравится, что здесь речь идет о трех языках, да, иностранный, язык компьютера и язык финансов, то есть способность мыслить цифрами. Это то, что наша школа далеко не всегда предоставляет детям. А без понимания того, во сколько обойдется, да, то есть какова цена вопроса и сколько стоит любое, в том числе и управленческое решение, мы никогда не сумеем продвинуться дальше. И вы видите, что умение принимать решения, умение создавать инновации, умение добиваться качественного результата, все это востребованные качества. И именно поэтому очень важно, я вернусь к тому, что говорила о качестве образования, что мы пытаемся систему образования выстроить на единых основаниях, компетентных основаниях, начиная от дошкольных образовательных организаций и заканчивая образованием взрослых. Потому что именно компетентность позволяет формировать вот такие востребованные качества, поскольку это не только знание, но еще и осознание этого знания, то есть рефлексия на то, какими способами, какими методами это знание достигается, это методология овладения знаниями. И в то же время, что очень важным моментом является, это определенные ценности, которые являются частью восприятия, да, ребенка, вот, и которые являются частью воспитания. Я не говорила специально о управлении воспитательными процессами, хотя это очень важная, наверное, отдельная тема. Начальное и среднее профессиональное образование, здесь можно, наверное, сказать о двух вещах. О разработке тоже стандартов в настоящее время и о том, что здесь начинает проводиться, по крайней мере, в начальном профессиональном образовании, независимая сертификация навыков. А это уже первый шаг национальной квалификационной рамки, который, как мы надеемся, тоже будет. Что касается вузов, поскольку Светлана Рустамовна будет говорить о многих вещах, которые там происходят, я не буду сильно останавливаться на достижении этой проблемы. Просто две вещи, которые на слуху. Это оптимизация вузов, да, о которой очень много говорилось в 2015 году, и которые продолжают говорить сейчас. И это еще один момент, это аккредитация. Но я поставила здесь специально слайд по ОРТ, поскольку именно ОРТ показывает, или может, по крайней мере, служить одним из инструментов, как повышение качества образования в школе, поскольку там есть и основной тест, как вы знаете, и предметные тесты, и дети ориентированы сейчас не только на как бы общие, да, вещи, но и на изучение определенных предметов, а с другой стороны ОРТ, как известно, проективный тест, который позволяет отобрать наиболее подготовленных абитуриентов. И в 2015 году впервые не снижали пороговые баллы, оставили 110 баллов в ОРТ. Но посмотрите, пожалуйста, на результаты. Из 53 тысяч человек, которые принимали участие в ОРТ, только 25 тысяч, то есть половина, получили выше порогового балла. Между тем, вы видите пирамидку, да, большая часть здесь лежит вот где-то 100, 110, 120, 130 баллов. Между тем, если мы хотим получить качественные кадры для нашего рынка труда, то большая часть, примерно 40-60%, должно находиться совсем в других баллах. Они должны находиться между 120 и 160-170 баллами. То есть мы должны, задача сдвинуть, если можно так выразиться, принимать такие решения, которые позволят достичь вот такого результата. В этом случае мы получим качественное, действительно качественное образование. И еще один последний, в общем-то, слайд – это наука. Вы знаете, что в 2015 году была принята концепция реформы системы организации науки, где как раз и выстроены инструменты для того, чтобы изменить систему управления наукой, изменить ее полностью. Вы знаете, что велась очень длительная дискуссия о том, каким образом должна существовать, должна ли вообще существовать Национальная академия наук Кыргызской республики, как должна вырабатываться политика на уровне науки, кто должен ее вырабатывать, нам или Министерство образования и науки, какую роль играет у нас патентная служба здесь, да, и может ли наука быть без инноваций, потому что наука, так сказать, находится в Министерстве образования, и инновации были переданы официально туда, ну и так далее и тому подобное. Ряд
решений, которые были приняты, это Фонд развития науки при Министерстве образования и науки, который аккумулирует всю финансовую составляющую, которую государство может выделить на науку, и проекты должны быть по приоритетным для страны научным проблемам. В принципе, к этому мы идем на протяжении уже последних 3-4 лет, но сейчас эта задача стоит особенно актуальна, потому что те разработки, те проекты, которые будут реализовываться через Фонд развития науки, они должны иметь практическую составляющую и непосредственно работать на развитие реального сектора экономики, а также на развитие самой науки в Кыргызской республике. Вот, таким образом, если говорить о ряде важных решений по нескольким направлениям, это по собственному управлению системой образования, по финансированию системы образования, управлению кадрами и в данном случае управлению наукой, то мы видим, что ряд решений были приняты. Но очень важно, естественно, поговорить и обсудить, насколько эти решения работают, насколько механизмы, которые были предложены, которые имплементированы, способствуют развитию собственной системы образования и всей Кыргызской республики. Спасибо.